Мариинский театр, как и все, начинается с вешалки. Однако здесь решили сделать исключение из правил. На сцену вышли артисты в шубах и унтах. Республиканский государственный театр оперы и балета Якутии приехал в Петербург в рамках своего турне по городам России. Впрочем, танцы с этническим акцентом – лишь малая часть богатого репертуара, основу которого все же составляет классика. Для молодых артистов балета даже репетировать здесь большая удача. Это такая честь танцевать на такой вот сцене для меня. Дух захватывает. Да. И, конечно, у нас сложность есть, то, что здесь есть покат. У нас в театре, например, нету поката, и мы только вот сегодня утром порепетировали, и нам надо с этим справиться. Упасть не боитесь? Ту-ту-ту. Надеюсь, все будет хорошо. Оказалось не просто хорошо, а отлично. Дирекция театра доверила именно этой паре открыть гала-концерт и не ошиблась. Знатоки, которые обычно пристрастно оценивают искусство молодых провинциальных талантов, были покорены выразительностью и пластикой танца, а еще особым настроением, которое сумели создать артисты на сцене. К этому концерту артисты из Якутии готовились особенно тщательно. Выступать на сцене Мариинского театра – честь для многих мировых знаменитостей. Искушенные зрители слишком хорошо знают, как звучат арии, написанные великими композиторами. Якутских композиторов мы тоже исполняем с огромным трепетом и волнением. И стараемся донести творчество наших композиторов, если не по всему миру, то хотя бы, чтобы наша Россия знала о том, что на самом крайнем севере живет и работает такая труппа, оперная труппа, Государственный театр оперы и балета имени Сорона Маллана, которая тоже старается внести свою лепту в мировое музыкальное искусство. Гастроли театр посвятил своему юбилею. 45 лет назад в Якутске возник музыкальный театр, а 2 десятилетия спустя он стал Государственным театром оперы и балета. Мастерство артистов – это следствие национальной певческой традиции. Петь в Якутии приучаются с детства. У нас очень суровые условия, и вот когда долгими зимними вечерами в старину наши предки сидели возле костра, возле печки и вот тянули вот такие песни, «Алонхо» называется. На гала-концерт в Мариинский театр пришли и люди, родившиеся в Якутии и связавшие свою жизнь с Петербургом. Для них это возможность прикоснуться к своей национальной культуре. Якутия – это не только алмазы, нефть, газ и золото, но еще и таланты. Гастроли – хороший способ убедить в этом ту часть российской публики, которая никогда не бывала в этом далеком северном краю. Дмитрий Исковский, Сергей Смирнов, Николай Шведов. Новости культуры. Петербург.